Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амширушара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. С 1 июля на 1000 рублей повышается размер доплаты пенсионерам, не являющихся получателями пенсии иностранного государства. Представители Минсельхоза посетили ряд успешно реализованных проектов в Гудаутском и Гагарском районах в рамках ведомственной программы. 100 выпускников из Абхазии отправились из Сухума в Сочи для участия во всероссийском выпускном балу, который состоится в образовательном центре «Сириус». С 1 июля на 1000 рублей повышается размер доплаты к пенсиям отдельных категорий пенсионеров, не являющихся получателями пенсии иностранного государства. Решение принято на очередном заседании Кабинета министров. Были рассмотрены более 15 вопросов в повестке дня, в том числе заслушали отчет министра по налогам и сборам. Подробности заседания в материале Гугу Цивардания. С 1 июля повышается на 1000 рублей размер доплаты к пенсиям отдельных категорий граждан, не являющихся получателями пенсии иностранного государства. Затрагивает 9 категорий пенсионеров. Это около 16 тысяч пенсионеров. Предлагается повышение размера доплаты к пенсии на 1000 рублей всем категориям. И таким образом, после принятия данного постановления, дополнительная потребность средств в месяц составляет чуть более 16 миллионов рублей, то есть около 192 миллионов в год. Выплаты будут осуществляться за счет средств пенсионного фонда. Размер пенсии с увеличенной доплатой составит для граждан, получающих ее по возрасту, 5000 рублей, за выслугу лет 4700. Для пенсионеров, имеющих почетное звание «Народный заслуженный», 5500 рублей. Шахтеров 4500. Инвалидов труда первой группы 4900 рублей, второй группы 4800 рублей, третьей 4650 рублей. Для лиц, получающих пенсию по случаю потери кормильца, 5000 и 4700 рублей. Для детей, оставшихся без обоих родителей, 8000 рублей. Социальные пенсии по инвалидности составят 4100 рублей. Пенсии для инвалидов детства в возрасте до 16 лет и первой группы составят 6000 рублей. Второй группы 5500 рублей. Очень хорошая тенденция наметилась в последние годы, что мы имеем возможность, может быть, не с теми ожиданиями, но все-таки идет индексация, все-таки идет рост повышения и социальных выплат, и размера заработной платы. Она в целом по экономике из месяца в месяц у нас даже растет, даже не то, что мы по году говорим. Это хорошая тенденция. Кабинет министров принял постановление об организации работы по составлению проектов законов Республики Абхазия о республиканском бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия на 2026 год. Предлагаю сделать так, чтобы проекты, в случае необходимости, проекты по целевым ведомственным программам, соответственно, находили свое отражение в более сжатые сроки, чем это происходит. Чтобы так не получилось, что мы, к примеру, согласовываем позицию, а потом месяц, два, три, четыре, эта практика такая сложилась, причин объективных тоже много по этому поводу, что проходит первый квартал, и мы еще не имеем, утвержденную программу. Очень попросил бы, чтобы заранее подготовили проекты, причем ориентироваться можно уже на среднесрочную перспективу. Не на год делать, а вот на более длительный период. Лечение граждан Абхазии в республике и за ее пределами, программа развития сельского хозяйства и камеры видеонаблюдения на дорогах. Все эти проекты сегодня работают, отметили руководители профильных ведомств. Об этом уже есть, как говорится, рекомендации, сторонние, внешние оценки. Мероприятие по фото-видеофиксации дает, соответственно, очень хорошие результаты, уже гораздо снижена,
у нас уровень правонарушений на дороге. Проводим анализ, показывает, что на основных участках опасных по дороге у нас существенно снизилась скоростной режим, и снизилась аварийность, снизилась, и, соответственно, как говорится, это реальный эффект, потому как мы проводим постоянно анализ. Теперь деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом и международным автомобильным перевозкам грузов, а также лицензирование будет регулироваться Министерством экономики Абхазии. Министр профильного ведомства отметил, что порядок лицензирования остается неизменным. Постановления вступают в силу с 1 сентября этого года. Также на заседании были утверждены правила казначейского сопровождения. Этот механизм мы уже применяем на практике в отчетном финансовом году, в 2024. Посредством этого механизма нами уже было осуществлено расходов более чем на 500 миллионов рублей. Мы осуществляли казначейское сопровождение в рамках соглашений, заключаемых между Министерством энергетики и транспорта и Черноморэнерго. Это различные соглашения по разным направлениям, связанные с оплатой перетока за электроэнергию, поставкой приборов учета и другими направлениями. Механизм в целом проявляет себя как достаточно эффективный, который обеспечивает максимальную прозрачность проводимых операций и не позволяет исполнителям по контрактам либо по соглашениям отвлекать средства на цели, не связанные с исполнением контракта либо соглашения. На заседании президент Академии наук Абхазии Зураб Джапо представил отчет о выполнении целевой научно-технической программы АНА. Министр по налогам и сборам Эдгар Бения доложил о собираемости налогов. За первое полугодие 2025 года в бюджет поступило 2 миллиарда 228 миллионов рублей. Выполнение составляет на сегодняшнюю дату 111%, динамика также положительная 113%. Если брать отдельно месяц текущий, при плане 344 миллионов 410 тысяч рублей, фактически поступления составили 371 миллион 912 тысяч рублей. Также выполнение 108%, динамика положительная по сравнению с прошлым годом 102%. Мы вчера с вами обсуждали инициативу о подготовке проекта закона о спецналоги, об его упразднении. Подготовьте побыстрее, там каждый день это несправедливое налогообложение получается. Кого-то мы через упрощенную систему налогообложения предлагаем регистрироваться, а при этом спецналог остается. Разумеется, мы готовимся к применению контрольно-кассовой техники. Это ключевая задача, это вот ее надо всем вместе нам решить, заняться и решить. Вот она должна номер один у нас стоять. Кассы, в том числе контрольно-кассовая техника, которую мы понимаем как привычная, у нас стало происходить, что все чаще и чаще через электронные торговые площадки приобретается товар, вот, что, естественно, полностью выбывает из поля зрения, из объекта налогообложения. Вот. Здесь надо лучше международный опыт изучить, и потом, если там нужны информационные технологии, какие-то программные продукты, обязательно надо об этом говорить, обязательно. Кабмин предоставил обществу с ограниченной ответственностью «Аккорд Агро» право пользования участком недр для добычи подземных вод в селе Алахадзы на территории Гагарского цитрусового совхоза. Решение согласовано с экологами и районной администрацией. Гугу Цавардания, Инал Квинджа, Абхазское телевидение. В Дамаске состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Олега Барцец с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Асадом Хасаном Аль-Шайбани. Стороны обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке. Учитывая транзитные возможности Абхазии, обсуждалась перспектива развития транспортно-логистической инфраструктуры с использованием морских портов. Была подтверждена готовность
готовность расширять взаимодействие в экономике и культуре. В частности, Абхазия примет участие в 62-й Дамасской международной ярмарке, которая пройдет с 27 августа по 5 сентября. Олег Барцис поблагодарил своего сирийского коллегу за четкую и однозначную позицию руководства Сирии в вопросах развития и укрепления сотрудничества. Глава МИД Абхазии также передал от лица главы государства письмо с приглашением в адрес президента Сирийской Арабской Республики Ахмеда Хусейна Аш-Шараа посетить республику в любое удобное для него время. В рамках рабочего визита в Сирийскую Арабскую Республику Олег Барцис провел ряд встреч с представителями абхазо-адыгской и черкесской диаспор. В ходе встреч, которые проходили в разных районах, обсуждались ключевые вопросы, касающиеся поддержки диаспоры и укрепления ее связей с исторической родиной. Олег Барцис рассказал о прошедшей встрече с сирийским министром иностранных дел, который заявил о приверженности нового руководства республики в дальнейшем развитии и укреплении отношений с Республикой Абхазия. Глава МИД Абхазии обещал принять дополнительные меры для того, чтобы представители абхазо-адыгской и черкесской диаспор, проживающие в Сирии, имели возможность приезжать на родину. Олег Барцис также провел встречу с послом Республики Абхазия в Сирии Мухаммадом Али и ознакомился с деятельностью других сотрудников абхазского посольства. Министр отметил важность работы дипмиссии в Сирии, деятельность которой служит серьезным импульсом в деле развития и укрепления отношений между Абхазией и Сирией. Олег Барцис подчеркнул, что МИДы и руководство республики продолжат уделять особое внимание работе посольства. Министерство по налогам и сборам доводит до сведения юрлиц, за исключением бюджетных организаций, о необходимости предоставления ежеквартальной бухгалтерской отчетности. Организации, не предоставляющие отчетность при исключении из Единого государственного реестра юридических лиц, лишаются всех имущественных и земельных прав. МНС настоятельно рекомендует предоставлять бухгалтерскую отчетность своевременно и в полном объеме. В соответствии с законом о бухгалтерском учете, все организации обязаны ежеквартально, не позднее 15 числа следующего месяца за кварталом, сдавать бухгалтерскую отчетность. Если же организация не сдает бухгалтерскую отчетность в течение 6 месяцев и хотя бы по одному из расчетных счетов не было никаких движений, то в соответствии с законом о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в статье 22 говорится о том, что такие организации признаются недействующими. В связи с чем все недействующие организации должны быть исключены из Единого государственного реестра юридических лиц. И исключение организаций из Единого государственного реестра связано с тем, что организации могут потеряют свои имущественные права на земельные участки и на имущество. Министерство по налогам и сборам предупреждает о необходимости, во избежание этих проблем, о необходимости ежеквартально сдавать бухгалтерскую отчетность. К сведению граждан Абхазии, получающих российские пенсии, с 1 августа начисление средств от Социального фонда России будет осуществляться исключительно на карты ПСБ, сообщает пресс-служба банка. Напоминаем, что оформление банковских карт осуществляется по предварительной записи в удобное пенсионеру время и место. Для обслуживания маломобильных пожилых людей организована работа специальных выездных групп, доставляющих карты сразу им домой ежедневно, кроме воскресенья. На сегодняшний день пенсионные карты ПСБ получили более 19 тысяч россиян, проживающих в Абхазии. Заместитель министра сельского хозяйства Дмитрий Хагуш и помощник министра Инал Аргун посетили ряд успешно реализованных проектов в Гудаутском и Гагарском районах, где осмотрели частные хозяйства сельчан, которым была оказана помощь в рамках программы Минсельхоза. Подробности в репортаже Шазины Ханагу. Вкусно, полезно, красиво. Именно так можно описать продукцию семейного предприятия Homemade Людвиг, расположенного в селе Хыбста Гудаутского района. Здесь, среди живописной природы, создано производство натуральных компотов, варенье и традиционной абхазской аджики, которая завоевывает все большую популярность. 5 лет назад Кристина Барцис основала производство, сохраняя в каждом продукте неповторимый вкус и пользу местных фруктов. Компоты вот у нас
такого вот вида в литровой банке, то есть удобный для того, чтобы это было где-то на столе, праздничный стол, мероприятие какое-то. Вот. Также у нас есть помимо компотов, вот у нас несколько видов. Сейчас, например, на данный момент у нас есть фихуа, мандарин, кизил, мушмала и виноград. Инжир очень хорошо идет, потому что отдыхающие тоже знают, что это такое, да, то есть сам инжир полезен, вкусное варенье. Хурма, лимон, есть такое, можно сказать, экзотическое варенье для нас. Мандарин, джем тоже. И что еще есть? Киви, лимон, то есть тоже он тоже интересный такой кисленький вкус. С помощью полученной поддержки Homemade Людвиг смог приобрести современное оборудование, варочные котлы, дозаторы, текировщики, стерилизаторы. Объемы производства выросли в 3 раза, со 100 до 300 литров компота в день, а процесс стал значительно эффективнее и легче. Мы приобрели необходимое оборудование, то есть облегчить труд, который был намного сложнее. Вот. Сейчас вот мы, например, используем варочный котел для того, чтобы больший объем можно было закрыть продукции. Также не вручную разливать, а с помощью дозатора. Вот. И текировщик также у нас был приобретен для наклейки этикеток и датирования дат, вставить на каждую этикетку дату, когда было произведено. Продукцию Кристины Барциц можно найти в супермаркетах по всей Абхазии. Фирменные баночки, упакованные в плетеные корзинки ручной работы, стали популярными сувенирами, которые путешественники с удовольствием увозят домой. Сначала весь процесс выполнялся вручную, однако благодаря поддержке Министерства сельского хозяйства предприятие получило развитие. В приоритете у нас те проекты, которые дали результат, положительный результат, и мы всегда готовы помочь для расширения их возможностей, для повышения качества и объемов продукции. Да, у нас есть проекты, которые немного хромают, мы их тоже мониторим, всегда с ними на связи, пытаемся им помочь, в чем-то подсказать. То есть, как и во всем, да, есть и ошибки, есть и хорошие положительные результаты. Заместитель министра сельского хозяйства Дмитрий Хагуш и помощник министра Инал Аргун посетили поселок Бзыпта Гагарского района. Здесь Ардаш Дудукчан с братом Борисом занимаются выращиванием мандаринов сентябрьского сорта. Было принято решение создать цитрусовый сад, так как раньше здесь у нас было тоже цитрусовые сады. Вот решили восстановить здесь. И взяли землю на аренду, подали на госпрограмму. Спасибо огромное государству, что есть такая программа «Помочь сельскому хозяйству». Вот решили и посадили. Нам выделили 1200 корней мандарины сентябрьские. То есть забор, колышки, все нам дали. Это государственная программа. Выбор этой культуры был осознанным. До того, как на участке появились молодые деревья, территория была не освоена. Здесь более 30 лет никто не работал. Место было запущенным и заросшим. Предприниматели приложили немало усилий, расчистили землю с помощью техники наемных рабочих, а затем посадили мандариновый сад. Проект осуществляется достаточно хорошо, люди ухаживают. Я думаю, там через лет 5 будет очень красивая, хорошая плантация. По Гагарскому району очень много заявок вообще по разным направлениям. От переработки до парников, закрытого грунта выращивания. То есть сегодня мы посетили именно этот объект, потому что он у нас уже 2-й год. Мы его хотели бы, чтобы посмотрели люди, что можно выращивать, можно заниматься сельским хозяйством, в том числе и в курортных зонах нашей республики. Далее инспекция осмотрела предприятие «Аккорд Агро». Здесь арендован 41 гектар земли. На 25 гектарах уже выращиваются цитрусовые культуры – лимоны, апельсины и мандарины. Для обеспечения качественной обработки урожая на территории возводится современный полевой стан. Здесь появится гараж для сельхозтехники и навес для первичной обработки плодов. Тот объект зеленый, красивый, который вы видите, это полевой стан. Здесь мы будем первоначально обрабатывать цитрусы. Здесь обустроено и гараж на 2 трактора, то есть большие помещения и навес, где предполагается как раз первоначальная обработка цитрусовых перед их сортировкой, калибровка перед их отправкой на дальнейшую переработку. Хочу сказать большое спасибо Министерству сельского хозяйства. Всегда оказывает нам помощь посильную.
Ну, информационную, безусловно, потом разъясняют действия законодательства. При перемещении через границу также оказывают такую серьезную помощь. Мы ее видим и чувствуем, потому что налоговые ставки, они гораздо меньше, нежели другие товары, которые перемещаются. Я имею в виду, что товар народного потребления. Вот, как правило, там нулевая ставка пошлины, что тоже не может не радовать. В рамках бизнес-плана предусматривают прием цитрусовых и от местного населения. Остается заинтересовать их ценой. В целом, инспекционная поездка продемонстрировала значительные успехи в реализации программы развития сельского хозяйства. С нуля заложено более 10 тысяч корней мандарин по прям современным агроправилам, агротехнологиям. Они планируют вообще довести количество корней в районе 20 тысяч. Проект уникален тем, что помимо того, что здесь новые закладки, новые площадя, они привлекают местное население в работу, то есть занятость населения получается. Это очень большой вклад вообще в развитие не только района, а вообще республики. В этом году в Министерство сельского хозяйства поступило более 500 проектов, направленных на развитие сельскохозяйственного сектора страны. Из общего числа более 200 проектов, что составляет около 40%, уже одобрены и находятся в процессе реализации. Из Гагарского района было подано 8 заявок, из которых 5 проектов получили одобрение. Шазина Ханагу, Дамир Гонжуа, Абхазское телевидение. 2,5 миллиона рублей придется заплатить гражданке Абхазии за нарушение таможенного законодательства. Гражданка Абхазии ввезла в Россию автомобиль представительского класса Mercedes-Benz CLS 550, якобы для личного пользования, с полным освобождением от уплаты таможенных платежей. Однако в нарушение условий временного ввоза женщина передала иномарку третьему лицу, получив за это денежное вознаграждение. Автомобиль объявлен в розыск. В отношении гражданки Абхазии возбуждено уголовное дело. 100 выпускников из Абхазии отправились из Сухума в Сочи для участия во всероссийском выпускном балу, который состоится 27 июня в образовательном центре «Сириус». Это событие станет важной частью празднования окончания школы для большого количества выпускников со всех районов Абхазии. Гунда Шова была среди тех, кто провожал детей на это волнительное мероприятие. Выпускники школ Абхазии отправились из солнечного Сухума в гостеприимный Сочи, чтобы стать частью незабываемого всероссийского выпускного бала, который пройдет 27 июня в стенах знаменитого образовательного центра «Сириус». Это мероприятие, без сомнения, станет ярким акцентом в праздновании завершения школьного этапа для юных дарований со всех уголков Абхазии. На наших детей ложится большая ответственность, потому что это лицо государства, и веренная задача нашим детям, прежде всего, показать самым достойным образом то, как выглядит и школьник, и гражданин нашей республики Абхазия. Все дети, без исключения, прошли качественное медицинское обследование, получены соответствующие документы. И, конечно, то, что мы ответственны за каждого ученика, это не вызывает сомнений вообще никаких. А с нашей стороны есть сопровождающие в количестве 8 человек. Участники бала были отобраны за достижения в учебе, спорте, искусстве и научной деятельности. Программа бала включает в себя не только торжественную церемонию, но и обширную культурно-образовательную программу, а также мастер-классы для знакомства и обмена опытом и национальными традициями. После окончания школы я планирую поступить в театральное училище в городе Москва. Ожидания хорошие, я думаю, будет очень весело. Нам предложили учителя, организаторы школы, и я не стал отказываться, надо пробовать все. Участие во всероссийском балу – это не просто возможность блистать в изысканных нарядах и кружиться в вальсе под звуки торжественного оркестра. Это прежде всего шанс заявить о себе, продемонстрировать свои достижения и обменяться опытом с единомышленниками. Это стимул для дальнейшего роста, вдохновение для новых свершений и уверенный взгляд в будущее, полная возможностей и надежд. Я эту поездку очень долго ждал, потому что я интересовался этим образовательным центром. И сегодня, можно сказать, сбылась моя мечта, и я думаю, что мне там очень понравится, и мои ожидания оправдаются. Такое необычное ощущение, потому что впервые еду далеко, так за границу далеко еду. Хочется получить много позитивных эмоций и также хорошо провести время. Вот выпускной бал в другой стране, хочется посмотреть, как это вообще там все происходит.
Присутствие абхазских выпускников на всероссийском балу символизирует укрепление культурных и образовательных связей между Абхазией и Россией. Кондашова, Дэвид Марги, Абхазское телевидение. В завершении выпуска расскажем о погоде. В пятницу в Абхазии преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью 14-19, днем 24-29 градусов тепла. Температура морской воды плюс 23 градуса. На этом информационный выпуск Амшек Шара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.